Здравствуйте, меня зовут Ким Юлиан, я ученик 9 класса Харинской средней школы имени Георгия Николаевича Черяева, руководитель Маштикова Ульяна Петровна. Тема нашей работы – сопоставление круговых танцев на примере якутского моха и бурятского йоха. Актуальность исследования. Возрождение и сохранение самобытной культуры, исследования в области хореографии позволяют сохранить национальный облик народа. На современном этапе наблюдается стирание границ между различными национальными культурами, влияние массовой культуры на традиционную определяет необходимость фиксации культурного наследия всех народов. Объекты исследования. Якутский танец агоха и бурятский танец йоха. Гипотеза. Мы предполагаем, что танец агоха прежде всего возник как обрядовый танец поклонения Солнцу, неразрывно связанный с историей нашего народа. В октябре месяце делегация в составе 7 учителей и 6 учеников Харинской средней школы побывали в Харинском районе Республика Бурятия. Там мы познакомились с традициями и культурой бурятского народа. Меня заинтересовал танец йоха, который похож на нашего народа танца агоха. И цель – определить сходство круговых танцев агоха и йоха. Задача – определить происхождение и значение круговых танцев, дать описание основных элементов и движений традиционного танца, сравнить особенности якутского танца агоха и бурятского танца йоха. Йоха – это народный танец хоровод у бурят, распространен во всей этнографической Бурятии. Исполняется под аккомпанемент оркестра или акапелла. Под дружный напев группа танцующих, держась за руки и покачиваясь с пением, движется по кругу медленными шагами. На припеве движение убыстряется, шаги сменяются прыжками. Музыкальный размер 2/4. В разных районах Бурятии и соседних регионов имеются варианты мелодии и хореографии. Агохой. Круговой хороводный танец, возникший в лоне обряда традиционного якутского праздника, где главный момент являлось поклонение божествам Аи. Форма исполнения. Агохой. Круговой массовый танец символизирует замкнутый жизненный круг. Круг обозначает форму солнца, танцующиеся двигаются по ходу солнца влево. Йоха имеет форму круга, напоминающий солнечный диск. Движение осуществляется по кругу влево. Значение. Агохой. Придавалось магическое значение, чтобы умилостивать богов, задобрить духов, люди танцевали агохой. Йоха. По мнению, круг обладает магической силой. Они могли быть приручены к разным временам и областям года, к посеву и сбору урожая. Медитативные и задорные, исполняемые для заклинания стихий, духов солнца и дождя, для привлечения счастья и сохранения мира. Круговой танец служил особым языком общения с природой, богами, людьми и со своим собственным естеством. Содержание песен. Содержание песен агохой. Большой круг объединяет танцующих и поющих участников, воспевающих, пробуждая природу, выражающих благопожелание счастливой жизни, плодородия, изобилия, радости и веселья. Йоха. Славили приход весны, пробуждение природы, воспевались встреча с солнцем, радость труда. Характер исполнения. Агохой. Участники агохой, медленно раскачиваясь и раскланиваясь, образуют круг танцующиеся
приплетают пальцы рук и начинают двигаться по кругу влево. Йога. Люди берутся за руки, а танец усиливает энергию, направляя ее в русло интуитивного знания. Круг – это переход в другое измерение. Танец поглощает нас целиком и дарит необъяснимые словами ощущения полета. Мы летим сквозь время и, доверяясь кругу, черпаем неизуримую мудрость далекого прошлого, осознаем настоящее и загадываем будущее. В заключение. После изучения разных источников мы подвели нашу гипотезу о том, что гоха и бурятский танец йог имеют похожие особенности по форме исполнения, значению, содержанию песен, характеру исполнения. Я согласен с тем, что сейчас настало время, когда наше молодое поколение постепенно стало забывать свои корни и свои традиции. Поэтому, считаю, нужно не только в стране, но и еще более углубленно изучать историю традиционной национальной культуры народа Саха. В частности, круговой хороводный танец Асохой, который является у нашего народа символом солнца, жизни и добра. Спасибо за внимание.